Здравствуйте. Интервью на БСТ в студии Алия Тагирова. 10 октября мы отмечаем Всемирный день психического здоровья. О ментальном благополучии, о том, как сегодня поддерживают и помогают людям с психическими заболеваниями, говорим с Ольгой Котельниковой, директором Республиканского центра социального обслуживания населения, членом региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив. Ольга Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот еще лет 10 назад о таком событии мы даже не знали. И вот, видимо, прав был советский, российский психиатр Зураб Кекилидзе, который говорил, что 21 век – это век заболеваний именно психических. Вот какую картину наблюдаете вы? Ну, к сожалению, это на самом деле происходит так. Мы это наблюдаем, судя, например, по востребованности, когда люди хотят попасть в психоневрологические интернаты, и уже образовывается очередность. Мы это наблюдаем по деткам, которые приходят в наши реабилитационные центры, государственные реабилитационные центры. И если раньше, допустим, были дети с ДЦП, да, затем как-то пошла волна даунят, а сейчас специалисты наши все в реабилитационных центрах отмечают, что дети с РАС. То есть это все с ментальными расстройствами ребятишки, и цифра, к сожалению, неутешительна, она растет. Вообще это страшно. Вот говорят, женская деменция развивается. Женская, именно женская деменция, причем наблюдаем это после вот этих всех, знаете, постковидные времена, да, как говорим, на самом деле очень много у женщин такой недуг появился. Ну, мы с вами не медицинские специалисты, чтобы об Совершенно этом дальше верно, говорить. да. Мы о психосоциальной поддержке. Вот что это такое? Психосоциальная поддержка. В первую очередь, понимаете как, ведь это не приговор, да? И если идет какое-то отклонение ментальное, ну, во-первых, благодаря медикам это вовремя все поймать. Кстати, в прошлом году у нас открылся Центр ментального здоровья, и там в том числе работают и наши специалисты. Приходит время, они, об этом надо да, приходят, дают консультации, и, соответственно, выстраивается уже маршрут у человека, как дальше быть. Если мы говорим о этих людях, то, конечно же, их обязательно надо социализировать. Да? Это если вот у нас уже есть инвалиды, инвалиды-ментальщики. И раньше было как? Это был человек, он был закрыт в домашних стенах, либо он был закрыт в интернате для общества, и, собственно говоря, развития-то никакого не было. На сегодняшний день очень много мероприятий для таких людей, и мы видим результат. Мы видим то, что они, многие обучаемые, мы видим то, что они начинают сами себя обслуживать, мы видим то, что даже мы можем их трудоустроить. А это же, понимаете, как для них самое главное, как для нас, для каждого человека, быть нужным, быть востребованным, быть любимым. И на сегодняшний день мы, государство, стараемся им в этом помочь. Сколько психоневрологических интернатов у нас в республике? В республике 15 психоневрологических интернатов и 4 филиала. Если говорить в цифрах, то это 4980 койко-мест. И на сегодняшний день все эти места заняты. Далее, у нас сейчас очередь в 227 человек. И вот из этих 227 человек только 69 это женщины, а все остальные мужчины. Да, есть над чем подумать. Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы стараемся общество открыто говорить о ПНИ, то есть психушка. Вот эта психушка, которая на всех навевает страх. Сегодня ПНИ – это другое место. Во-первых, вот всегда путали. Психушка, да, это больше ПНД, это больница психиатрическая, и тоже, ну, собственно говоря, сейчас тоже большие подвижки в психиатрических больницах, да, в плане, но это медицина, мы ее не трогаем. Очеловечивания, очеловечивания, совершенно верно. У нас же все-таки это социальные учреждения, психоневрологический интернат, это дом,
для людей, у которых есть некие отклонения в ментальном здоровье. Вот скажите, пожалуйста, допустим, незрячему можно дать собаку-поводыря, а для тех, кто в коляске, можно построить доступную среду. Что нужно сделать для тех людей, кто страдает интеллектуальными расстройствами? В первую очередь их, как я уже сказала, да, не закрывать, не бросать, давать возможность развиваться. В этом нам здорово помогает и сопровождаемое проживание, и тренировочные квартиры, и то, что мы их потихоньку выводим в социум, да, мы их учим жить среди людей, среди всех нас. Среди них есть такие же абсолютно прекрасные весельчаки, артисты, театралы, они могут такое, вот, вы знаете, представление, да, сделать. Мы это наблюдаем, мы это видим. У нас в интернатах какие действия красочные происходят, потрясающие мероприятия. Они прекрасные спортсмены. То есть, несмотря на это, в Нефтекамском нашем психоневрологическом интернате вы бы только видели, сколько медалистов. Спортсмены, ребята. Людям дают возможность проявить себя. Реализовать свой потенциал, он у них есть. Он у них есть. А те, кто, давайте не будем, да, забывать, все-таки разные диагнозы есть, разные стадии заболевания. Но даже те, кто еще вчера не умел чистить зубы, его можно научить чистить зубы. Вот вы даже себе представить не можете, что и для него это большое достижение. Человек может сам за собой ухаживать, и это уже большой итог работы. Ольга Борисовна, вокруг этих людей должны быть настоящие профессионалы с огромным сердцем. Вот скажите, пожалуйста, насколько кадровый голод ощущается в тех же самых психоневрологических интернатах? Какие специалисты сегодня нужны? Кадровый голод колоссальный, скрывать не буду, потому что это действительно так. И на сегодняшний день, наверное, основной процент людей, которые работают, это предпенсионный, пенсионный возраст. И мы, конечно же, очень были бы рады, если бы молодежь приходила работать. Бояться не надо. Вот те, кто приходит работать, они остаются, потому что им нравится эта работа. Нужны и психологи, и культорганизаторы, и сиделки, помощники по уходу, и медицинские работники, то есть спектр большой. А какой потенциал видите вы? Мне кажется, учитывая то, что, к большому сожалению, людей, которые нуждаются в такой помощи, становится больше, и мы волей-неволей, мне кажется, и родители придут на эту работу, чтобы смотреть за своими детьми, то есть, допустим, в команду, подключиться к этой команде. Мы вынуждены будем этим заниматься. Вот какую перспективу вы видите в развитии именно поддержки людей с ментальными нарушениями? Будут ли частные ПНИ? Нет, частные ПНИ, я думаю, здесь, наверное, все-таки это сложный вопрос, потому что либо тогда они должны быть государственные частные, как ГЧП у нас есть дома-интернаты, чтобы все-таки мы могли контролировать, да, и смотреть, потому что это действительно тонкая такая грань. Тут нужны специалисты. И специалисты определенные, медицинская лицензия необходима. Поэтому мне, например, вот очень понравился опыт ХМАО. Они ввели доплату семье в размере 15 тысяч рублей за то, что мама продолжает смотреть за, или родственник любой. Финансовая поддержка идет, то есть человек остается в семье. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день мы наблюдаем, это действительно удручающая такая тенденция, что семья уже сама не справляется, они не могут. Бывает, что мама всю жизнь, она наблюдала за этим ребенком, но она стареет, да, и мама уже не может за 40-летним мужчиной смотреть так, как она смотрела за 4-летним мальчиком. Ну, то есть мы с вами понимаем. И, соответственно, приходится вот ему домашнему уже все равно переходить в психоневрологический интернат. Это же говорит о том, что знания нужны, навыки знания, нужны то есть навыки, готовить. Конечно, конечно. И поэтому вот эти вот, понимаете как, они же не социализированные, вот такие
дети, которые росли, выросли, они ничего не умеют. Поэтому мы вот и говорим, что сопровождаемое проживание, тренировочные квартиры, различные мероприятия для детей, да, с ментальными расстройствами, чтобы они все-таки в социуме находились. Также мы стали открыты, все наши психоневрологические интернаты стали открыты для общественности, стали открыты для различных нововведений, которые на сегодняшний день есть. И вот мне говорят, почему у вас очередь не двигается, почему у вас люди, вот они, я говорю, а потому что мы стали хорошо ухаживать за людьми в наших интернатах. Они у нас живут в полную меру, хорошо, они не умирают, слава Богу, и это прекрасно. И дальнейшая ступень наша – выводить их. То есть мы их должны обучить, социализировать и дальше уже вывести за стены интерната, чтобы они могли самостоятельно жить. И такие у нас уже случаи есть. Но это говорит о колоссальной работе, большая которую работа вы специалистов, проводите. Да. Вы смотрите, 2024 год, год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Удастся ли вам как-то сдвинуть вот эту систему? Может быть, что-то новое будет? Ой, мы все время двигаем, ломаем барьеры, да, как мы говорим. И по большому счету, да, и планы, и перспективы есть, и в то же время те проекты, которые уже на сегодняшний день запущены. Вот вы видели, наверное, да, как открыли детский реабилитационный центр «Салют», огромнейший, и, как нам сказали специалисты федерального уровня, он уникальный, такого в стране нет, потому что там находятся 3 ведомства. Это и социалка, да, вот мы, Министерство семьи, труда, социальной бесшовное защиты. Ведение. Бесшовное, там Минздрав, да, то есть там медики, и там образование, как раз коррекционные вот эти все школы. И когда ребенок попадает в этот реабилитационный центр, он там и обучается, и получает и медицинское, и социальное сопровождение. Собственно говоря, конечно же, мы уже прекрасно понимаем, что вот этот человек, он не будет нуждаться в постороннем уходе, он все уже будет уметь делать сам. Социальное такси, да, тоже запустили проект замечательный в помощь. Ну, запускается, да, вот мы уже вот такие вот в ноябре готовы, что он у нас уже запустится. Ольга Борисовна, ну вот завершая наш разговор, я думаю, что вот День ментального здоровья, он как раз касается ваших коллег, ваших сотрудников. Что бы вы им хотели пожелать? Вы знаете, самое интересное, что мы вот в последние годы мы всегда друг другу желаем здоровья и говорим не только физического, но и ментального. Потому что мы знаем, на самом деле, и я всем желаю и физического, и ментального здоровья, и не только моим коллегам, но и, конечно же, силы духа, выдержки, стойкости и веры в то, что все будет обязательно хорошо. Да. Я думаю, что это действительно очень влияет на психическое состояние. Спасибо огромное, дорогие друзья. Я напомню, что сегодня в проекте интервью мы говорили с Ольгой Котельниковой, директором Республиканского центра социального обслуживания населения, членом региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив. Желаем здоровья и вам, и всем нашим зрителям. Оставайтесь на БСТ. Спасибо.